Сумма госинвестиций в туристическую сферу Ингушетии составила в ушедшем году около 114 миллионов рублей, и более 260 миллионов будет проинвестировано в 2023-м. Часть средств – это грантовая поддержка, которую республика выиграла в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в числе 30 регионов. Заявки республики на участие в конкурсном отборе в 2022-м были удовлетворены в объеме 80,5 миллионов рублей, а в 2023-м эта сумма составит более 184 миллионов. Глава региона акцентировал внимание руководителя комитета на брендирование региона через туристов. Мне нужно, чтобы вы работали на республику и разработали мероприятия, вейбиры. Работать надо с этими туроператорами. Вот эти форумы, бейджики, чтобы это видно было, что это республиканское, ингушское, чухит, удухит. Концепцию предложить, что нам надо строить. Потом. Ведь у нас великолепная природа, Вежери, это крайний юрт, который находится на границе там с Моздоком. Просто безумно красивые места, когда вы едете в сторону Вежери, дальше Вознесеновка. Если там наберется людей заинтересованных, тогда мы можем и сориентировать. Там как раз военно-патриотический туризм хорошо развивается. Совершенно правильно, но он не развивается так, как мы хотели бы. Глава добавил, что у региона должны быть свои узнаваемые символы, которые у туристов будут сразу ассоциироваться с Ингушетией. При этом они должны быть привлекательными и информативными. Бренды, когда они становятся узнаваемыми, говорят о регионе больше, чем подробные рассказы. Ты знаешь село такое, станицу Фельдмаршевское? Не знаешь. Так вот, перед въездом в Алхасты с правой стороны находилась станица Фельдмаршевская. Это единственное село, которое не повиновалось. А до конца, до единого человека, когда они не повиновались, тогда Киров сказал уничтожить его. То есть его выжгли, всех убили, кого-то выслали и сказали разровнять его землей. Теперь там поле справа. Поэтому, Залесская, ты, пожалуйста, какие населенцы были до казачества, до 17 века. Потом были, и каждый специалист у тебя должен это знать. И тогда интересно будет, когда ты только с аэропорта едешь, скажешь, вот Нестеровская, это не казачья, да, казачья. Вот такой вот Нестор был, там атаман такой. А дальше Алхасты. А вы знаете, справа была Фельдмаршевская. Здесь казаки. Да, горькая правда. В истории ее народа у нас много. Здесь были уничтожены станица Фельдмаршевская. Атаман здесь был такой-то. И пошел. Вот ДК, я знал, что там, ты знаешь, где вы сейчас галерею построили, там была церковь. Мы начали копать, мы нашли ее. ДК Сунжа. Где галерея, там церковь. Мне ее принесли, у меня есть картинка ее. И там останавливался, по легенде, не нашел пока, царь-батюшка. Он в Самарках сошел с поезда, пересел на конвой, и они потихоньку шагом пришли. Вот на этой площади ДК Сунжи было шатры, и генерал Слепцов, атаман, он его встречал там со свитой. В развитии туризма регион имеет серьезную поддержку как на уровне федерального центра, так и округа. Есть инвесторы, которые вкладывают крупные средства в развитие курорта Арамхи и готовы наращивать эти вложения. Глава региона считает, что если системно развивать туризм, республика имеет большой потенциал, чтобы это направление стало точкой роста для экономики. Много таких вещей, которые мы просто поверхностно преподносим в свою родину. Мне это не нравится. Углубись, пожалуйста. Углубись. Я хочу, чтобы ты вник в вот эту вот среду. Поезди, посмотри. У нас прекрасные места. И опуститесь вы на землю. Перестаньте вы большими начальниками быть. Просто опуститесь. Понимаете? Успеете очень серьезно работать дальше. Если вы сегодня познаете хотя бы нас. Нужна мне концепция. 1 марта ты мне изложи.
В этом году Комтуризмом планируется создание модульных средств размещения, как кемпинговые палатки, кемпинг-стоянки и другие виды ночлега, развитие инфраструктуры туризма, приобретение туристского оборудования, техники для информационных центров, пунктов проката, а также разработка новых маршрутов и электронных путеводителей по ним. Муслим Ганиев, Новости 24.